почему существует у мужчин краник, а у женщин дырочка. Но, к сожалению, в сексе совершенно не так. Меняется поза. Вы закончили и встаете. К сексологу обращаются прежде всего люди, которые не имеют достаточных знаний, достаточного объема знаний в сексуальных вопросах, вопросах взаимоотношений мужчины и женщины, мальчика и девушки, юноши и девушки. Почему? Потому что родители в возрасте 3 лет не дали им достаточного первичного образования. Почему существует у мужчин краник, а у женщин дырочка? Нужно было очень просто, не создавая никаких мифов и сказок об аистах и капусте, рассказать, что краник вставляется в дырочку, и в связи с этим процессом рождается тот, кого мы больше всего любим, ты, сынок, или ты, доченька. И тогда ребенок, уже получив вот эту первичную информацию, дальше начинает развиваться в нужном нам направлении. И это все происходит прежде всего с любовью. Это все происходит прежде всего с счастьем, а не с какими-то негативными явлениями, которые в дальнейшем ребенок может видеть в процессе своей жизни. Ну, когда-то в старину хорошего работника всегда старались нанимать после того, как посмотрели, как он ест. Если он хорошо кушает, значит, он много сил может потратить на то, чтобы сделать тот или иной объем работы. Поэтому такие едоки славились как хорошие работники. Но, к сожалению, в сексе совершенно не так. Если вы хорошо покушаете, вы после этого часа 2 не сможете заниматься нормальным сексом, потому что кровь вся прильет к животу, кишечнику, для того, чтобы переработать весь тот объем пищи, который вы съели, у вас будет сонливое состояние полусонное, и вам будет не до секса. Рекомендую заниматься сексом до еды или через 2 часа после того, как вы покушаете. Эта профессия достаточно редкая на сегодняшний день. Раньше представлена была в большем количестве. Сексология – это наука о нормальных взаимоотношениях мужчины и женщины в половом плане. То есть, как развивается половая принадлежность человека с момента зарождения до уже становления взрослым. Как происходит взаимоотношение мальчиков, девочек, юношей, девушек, мужчин и женщин. Как правильно нужно любить друг друга и создавать нормальные человеческие семейные взаимоотношения в сексе. Сексопатология, она более узкопрофильная, она занимается вопросами генетических заболеваний, вопросами половых извращений, сексуальных перверзий. И, естественно, в данном формате нашей передачи мы не будем ее затрагивать. Наша цель – это попытаться открыть некоторые вопросы нормальных, обычных человеческих взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Практически такие вещи случаются крайне редко, и причина этому только изменение позы. Что происходит при анальном сексе, если человек не использует презерватив? Меняется поза. Вы закончили и встаете, и расстояние между влагалищем и прямой кишкой всего 5 сантиметров. Это расстояние называется просак. Можете в интернете посмотреть, интересное слово, там все будет вам объяснено. Просак. Так вот, через этот просак снаружи может вытекать сперма и случайно затечь в влагалище, и может таким образом произойти беременность, если женщина занимает после полового контакта определенную позу. То есть это надо, чтобы женщина знала о себе такую опасность, что она вот поменяла позу, не пошла, не подмылась, и вот произошло это. Редко, но такие вещи мы встречаем. Я думаю, что да, конечно, есть. Человек получает удовольствие, мастурбируя только тогда, когда ему это придумалось. Он вспомнил красивую женщину или красивого мужчину, и вдруг захотелось. Почему вдруг? Потому что уровень гормональный в крови резко поднялся, и требуется расслабление, релаксация. Поэтому, мастурбируя, человек резко сокращает длительность полового контакта. Ему не нужен партнер.
Он фантазирует в своей голове сексуальный образ, мастурбирует и, так сказать, возвращается к своему повседневному труду. Дает это примерно 50% удовольствия. Это возможно для солдат, которые находятся где-то в воинской части, где рядом нет женщин, для каких-то подводников, моряков, которые там месяцами не видят женщин. Но если вы находитесь в обществе и у вас есть подружки, постарайтесь, чтобы у вас был нормальный половой контакт, нормальная половая жизнь, потому что это все-таки суррогатные вещи, которые мы применяем для того только, чтобы функция не угасла. Следующий этап – это оральный секс. Оральный секс, он дает примерно 70-75%. При тех же условиях, да, он более все-таки уже физически меняются движения, какие-то появляются и все прочее, но все равно это не то, что придумано природой, Господом Богом. Если бы это было так, то, наверное, люди бы только и занимались оральным сексом. Это примерно 75% удовольствия. И только нормальные половые отношения, да, это трудно, да, это сложно, нужно своего сексуального партнера готовить к удовольствию и получать это удовольствие одновременно. Но это наивысшая форма взаимоотношений. Вежливо извиниться, а может быть даже и не извиняться, а просто не заметить и уйти. Если возникнет вопрос со стороны родителей, потому что они стесняются больше, чем вы, обязательно 10 раз извиниться, 20 раз извиниться, сказать, что я совершенно случайно, я ничего не увидел, 5-10. И порадоваться, что ваши родители, а в некоторых случаях бывает, что и дедушки, и бабушки продолжают получать удовольствие от любви друг с другом, именно физической любви друг с другом. И все, и не касаться этой темы. Это их интимные, личные взаимоотношения, так же, как взаимоотношения ваших родителей, так же, как ваши взаимоотношения и сексуальные взаимоотношения ваших будущих детей. Но размер как таковой значение имеет. Если мы условно, допустим, сделаем крупный член средних размеров и мелкий член, допустим, то в основном это все басни. Потому что при крупном половом органе мужчины, как правило, возникают мелкие разрывы, ссадины, болевые ощущения. Женщинам они не нравятся. Очень много женщин приходят на прием и жалуются, что вот такие вот вещи. Нам приходится помогать им. Сейчас мы это делаем уже легко, мы делаем пластику. То есть увеличиваем на тот размер, который необходим, влагалище, как по глубине, так и по проникновению. По ширине. Если средних размеров, мы же все в основном на 90% близки друг к другу, и у нас у всех размеры соответствуют, поскольку природа, и опять же Господь Бог о нас позаботился. Если бы Он не хотел нас одаривать сексуальными радостями, сексуальными взаимоотношениями, ну тогда, конечно, мы бы с вами испытывали какие-то мучения. А мы с вами разговариваем о таких крайних вещах, которые случаются в 2-3% случаев. По поводу маленького члена не надо опасаться и переживать, потому что основная чувствительность женского влагалища располагается, чувствительная зона за малыми половыми губами. Поэтому небольших размеров член вполне достаточно для того, чтобы удовлетворить женщину. Больше проблем врачи, гинекологи, акушеры, урологи испытывают именно с крупным половым членом, потому что тут действительно возникают сложности, как помочь. Потому что мы получаем от половой жизни удовольствие, а не неудовольствие. А в данном случае, к сожалению, на первое место выходит неудовольствие. Да, конечно, влияет, если вы живете нормальной половой жизнью, регулярно питаетесь, регулярно спите, любите друг друга, у вас великолепный иммунитет. А если вас чему-то лишили вас сна, у вас снизится иммунитет, лишили вас еды, у вас снизится иммунитет, лишили нормальных половых отношений, у вас тоже снизится иммунитет, потому что основная функция, одна из основных функций человеческого организма, она что? Страдает. Значит, естественно, будет иммунитет страдать. Это не совсем так, потому что чем дольше вот спортсмены, например, возьмем, ребята хорошо подготовлены физически, они могут часами заниматься, 1,5-2 часа могут заниматься. Что происходит? Дело в том, что ведь организм не приспособлен к этому. Организм приспособлен к определенному временному
значит, участку. Если вы занимаетесь дольше, значит, возникает сухость влагалища. Сухость влагалища вызывает мелкие потертости, ссадины, ранки и даже выделение крови. Это не удовольствие. Это неприятно, это больно, значит, надо какими-то смазками пользоваться. И ради чего все это делается? Физиологические параметры каждого конкретного мужчины, каждой конкретной женщины и семейной пары, они определяются в совместной жизни. Они должны удовлетворять или не удовлетворять тем или иным значит, критериям. Длительный половой контакт в природе практически не наблюдается. Поэтому мы с вами для удовлетворения нашего с вами вполне достаточно того, как люди этим занимаются. Ну, чаще всего да, потому что он приносит испуг, необычность. Вы первый раз попробовали мороженое, вы не понимаете, что это такое, если вы его никогда в жизни не ели. Большее удовольствие приносит разговоры вокруг этого мороженого, разговоры вокруг первого секса. Вы начинаете об этом говорить в возрасте 11-12 лет, когда начинается ваше половое созревание. И до 16-17 лет вы об этом только говорите, говорите, говорите. А когда вы это попробовали, вы растерялись, а ничего удовольствия никакого я не испытал. А почему? Для этого нужно развить свой вкус, развить свои чувства, развить свое удовольствие. В редких, подчеркиваю, случаях бывает сразу, но чаще всего у женщин сексуальная активность появляется уже после первых родов. Это в большинстве случаев.